Дорогие читатели, в этом году наша республика отмечает знаменательное событие – столетие образования Тувинской государственности. К этой дате отдел национальной и краеведской литературы подготовил книжную выставку «Страницы истории Тувинской Народной Республики». Центральное место на выставке занимает второй том фундаментального труда по истории Тувы. Книга была издана в 2007 году в городе Новосибирск. Авторами-составителями данной книги является группа ученых Тувинского института гуманитарных и социально-прикладных исследований. В третьей главе данной книги отражен период образования и становления Тувинской государственности, место и роль Тувинской народно-революционной партии в системе власти, также формирование органов власти, развитие культуры, здравоохранения и образования. Следующая книга – это уникальная книга. Она была издана к 70-летию со дня создания Тувинской Народной Республики, и называется эта книга «Создание суверенного государства в центре Азии». Как известно, национально-освободительное движение тувинских аратов завершилось победой и созданием Тувинской государственности. Впервые тувинский народ получил возможность самостоятельного решения своего существования, своего развития. И об этом важнейшем периоде рассказывается в данной книге. На выставке представлена необычная книга «Тува. 20 век. Народная летопись». Авторами этой книги являются 60 летописцев, люди разных национальностей, возрастов, политических взглядов, которые рассказывают о тех прошедших временах, дают оценку тем или иным людям. Как известно, об истории тувинских населенных пунктов написано очень мало. И вот читатели из этой книги узнают об истории создания некоторых населенных пунктов нашей республики. И я считаю, что данная книга обязательно поможет нашим юным исследователям при написании истории нашей республики. Об истории формирования тувинской интеллигенции рассказывается в книге «Проблемы истории Тувы», которая была издана в 1984 году. Как известно, дорогие читатели, государственная символика Тувы менялась 5 раз. В книге «Тува. Сокровищница культуры» описываются все флаги и гербы республики. Также рассказывается о том, как менялись эти флаги и гербы, кто был автором первого тувинского флага и какого цвета был этот флаг. Об истории организации первой демографической переписи населения Тувы рассказывается в материалах «Наследие народов Центральной Азии и сопредельных территорий», которая была издана в 2009 году в городе Кызыле. Из этих материалов можно узнать, сколько человек проживало в 1931 году на территории Тувы, и можно узнать характеристику национального состава жителей. Дорогие читатели, о трагической судьбе основателя Тувинской государственности Мангуша Буян-Бадырги рассказывают книги, которые представлены на выставке. Это материалы научно-практической конференции Мангуш Буян-Бадырги, основатель Тувинской государственности. Эта конференция проходила в городе Чадан и была посвящена 115-летию Мангуша Буяна-Бадырги. Далее, это книги Мангуша Кенлапсана, Буян-Бадырги и Мангуша Байрола «Пиетен Чукурген Салтыстек» на тувинском языке. Уважаемые читатели,
Приглашаем вас посетить нашу выставку. Эта выставка поможет вам получше узнать историю создания тувинской государственности.